Добрый вечер, дорогие телезрители. С огромной радостью после небольшого перерыва возобновляю свой цикл программ, который называется «Один из нас». В какой-то определенный момент времени один из нас становится интересным для очень-очень даже большого количества наших телезрителей, что в онлайне, что в офлайне. И наша сегодняшняя передача приурочена знаменательной дате, Дню науки, и в гостях у нас замечательный человек, с которым я бы хотел сегодня поговорить о времени. Ну, я себя считаю антропологом повседневности, занимаюсь историей повседневности, изучаю, как ритм жизни повседневности, как бытует, вообще существует человек в материальном мире, как он этот материальный мир, какими смыслами, символами заполняет, и как он живет в этом мире, пытаясь дать какую-то оценку. Ну, историк. Кто такой историк? Историк — это человек, который оценивает время. А летописец — это человек, который фиксирует просто. Вот сегодня погода такая. То есть как работник на метеостанции? Да. Есть краеведы, которые изучают место, конкретное место, историю места. И историк — это человек, который одной ногой... Ну, это даже не профессия, это... Ну, что умеет историк? Он умеет только философствовать, говорить, рассказывать, копить какие-то истории жизни, например, да, человека, государства. Вот таком... Давать трактовки какие-то определенным событиям, да? Да, давать оценку. И вот хорошо или плохо. Для нормальных людей историк — это человек, который должен сидеть в кабинете, там, за ворохом каких-то бумаг. Карамзин. Да, вот. Ну, Карамзин — это летописец. Последний летописец истории России. Да? То есть потом... он не историк? Он не историк, он дает вот труд его, это вот последний, это такой последняя летопись истории России, государства. А в пример тогда историка, прошу прощения. Ключевский, Соловьев, Данилевский, Гумилев, например. Да, вот. Ну, Гумилев — это уже отдельная тема, потому что там уже какие-то вот современные тоже историки сейчас говорят, что Гумилев это скорее этнограф, там, может быть, да, вот в каком-то формате. То есть это методологический вопрос. Летописец современный, он человек ничем от, скажем, обывателя практически не отличающийся. Да. Он такой же, как все, покупает продукты, заботится о семье, пишет в соцсетях. И вот сегодня я наткнулся, да, замечательное высказывание, какие сакральное пространство асфальтовых саха, да? Смотрите, вот саха, которые в XIX веке жили, которые в облачениях богатых и так далее, они все-таки отличались? Нет, никак. Никак. Если посмотреть переписки там, грамотных людей той эпохи, газеты откройте любые, да, например, города Якутска, 100 лет недавно. 100 лет назад это не время. 100 лет назад такие же были проблемы в Якутске, которые существуют сейчас. Кто жил хорошо 100 лет назад? Чиновники, извозчики, те работники, которые живут, ну, наемные работники, плотники в кавычках, и водоносы. Все? То же самое абсолютно здесь. Ну, 100 лет прошло, ничего не меняется. У кого есть наличные деньги хорошие всегда? У курьеров? Курьеры, таксисты, подземные работники и чиновники. Ну, Якутск, вот город. Но сейчас есть отличие, то, что Якутск — это еще, помимо политического, экономического центра, это еще и научный центр. Вот здесь делается какая-то наука, большая наука. Яркий пример — это институт мерзлотоведения, да, вот, который вот, единственный в мире институт, который изучает человека, там, природу, животных, мерзлоте. Ну, справедливости ради ваших коллег, которые в шахтах прозябают, да, товарищи Железняка, подчиненных, укоряют во многом. Типа от вашей науки ничего ни холоднее, ни теплее не становится, как бы это каламбуром не прозвучало. Да? То есть каково значение вот тех людей, которые корпят над книгами, над той же летописью? Пример простой. Я преподаватель. Преподаватель, ученый, исследователь. Ученый — это громко звучит, конечно. Да? Вот, преподаватель высшей школы. Я, например, магистрантов обучаю именно тому, что я вижу, например. Да? Вот я научился исследовать современность, я научился понимать какие-то вещи, например, да,
и изучая современные процессы, давая оценки этим процессам, сравнивая с историческим прошлым, я учу магистрантов чему-то, чему-то, чему-то. Такой авторский подход получается. И был такой случай, заочники, заочники-историки говорят, ну, слух дошел до меня тоже, мы же говорите, за глаза типа говорите, да? То, что вот мы его не понимаем, говорит. Вот то, что нам рассказывает, пытается рассказать, донести Айтал Игоревич, мы не понимаем. Ну, заочники. И тут стоит вопрос. Ну, как бы человек же должен учиться, чтобы дойти какого-то уровня, например, да, вот, понять сложные вещи, например. Или, может быть, я неправильно как-то вот плохо рассказываю, да, вот как я рассказывал как-то вот эти моменты. И зачем нужны ученые? Потому что, ну, как гуманитарии, да, вот есть гуманитарные ученые, гуманитарии, мы даем возможность человеку понять свое время, какое время он живет, оценить это время, дать оценку, экспертное мнение. Потому что тот же самый Вася, сосед, извиняюсь за выражение, алкаш, он дает оценку другую. Там человек, который воспитан Ютубом, Netflixом, там, не знаю, там, какими-то, да, вот он дает оценку другую. И где-то нужна же какая-то золотая середина, например, объективная информация. Что такое наука? Наука — это системное знание о мире, окружающей среде. И я, например, как историк-антрополог повседневности, пытаюсь упорядочить вот этот, тот хаос, в котором мы сейчас с вами живем, который называется повседневный мир, вот мир человека. Бюджетники, да, вот они прикладывают усилия по 8, а иногда по 10 часов в день для того, чтобы механизмы управления какими-то процессами, они реализовывались в полной мере. Согласны с этим? Бюджетник... Нет, это... ну вот чиновники. Ну, вообще, чиновник — это отдельная тема, потому что отдельные люди, отдельное мышление, отдельный подход к жизни. Бюджетники... Мне нравится слово «бюджетник», потому что ну, бюджетник — это человек, который, вот, как сказать-то, у него все стабильно. Был, например, случилась же пандемия, СВО, доллар начал вот этот шататься, евро, ко мне подходит, говорит: Айтал, ты где хранишь свои деньги? Говорит: какие деньги? Ну, в сбережении где? Какие сбережения? Я бюджетник, у меня нет сбережений, например, да, от зарплаты до зарплаты, например. Меня всегда интересовало, откуда вот при том, что обилие людей вроде бы, да, ну, наверное, окружение все-таки делает картину. Да. Я вот вокруг себя вижу тех людей, которые ну, никак на Lexus не накупят, да, а количество только 570-х Lexus'ов, зарегистрированных в Якутске, оно зашкаливает. Вот где все вот эти богатеи, где вот все эти бизнесмены и так далее, которые... Я не говорю, что они все сплошь коррупционеры. Есть кто-то, кто там крупными торговыми центрами владеет, тогда они могут себе позволить. Ну, строители, бизнесмены. Строители, да, бизнесмены, там, ну, да. кто живет? Ну, извозчики. Вот, как, ну, я тоже сижу, у меня друзей, там, как бы среди друзей, мало у кого там, ну, Lexus, например, да, вот есть, конечно, там, какой-то третья категория друзей, там, пятая, например, там, может быть, у кого-то Lexus, например. И студентам тоже говорю: вот ваша задача очень простая, я говорю, в жизни. Вот, поставил себе задачу: дом, машина, земля. Если он там мальчик, говорит, ну, жена, например, вот это четко, вот ты должен вот стремиться к этому, потому что жизнь быстро проходит. И я говорю: парни, вам 20 лет, у вас впереди нормальной трудовой деятельности 40 лет. Четко должны смотреть вот свою, как бы, дойти до Лексуса 57-70-го. В то время, наверное, 870-й какой-нибудь будет. Смотрите, вот текущий момент, да, насколько объективно может быть оценка текущего момента, даже с учетом того, что занимается этим человек, специалист, который там 16 собак съел на этом. Не кажется ли вам, что вот текущий вот этот момент, хаос, вот этот, как вы говорите, да, оценят только там дальний потом? Да, да. Покойный историк, коллега мой, как-то сказал: Айтал, фиксируй все, потомки разберутся. Вот, то есть, но это превращает, ну, опять же, этого летописца. А как оценивать время? Оценивать время очень просто. То есть какая польза человеку, обществу и государству. Все. А человеку имеется в виду такому, ну, а тут какой человек? Женщине, ребенку, мужчине, там, саха, русский, там, армянин, украинец, там, да, вот какая польза для человека,
Общество, как понять? Социум. Да, социум, например. И государство. Польза государству какая? И самое удивительное, жизнь показывает о том, что то, что полезно государству, Не всегда не всегда полезно. полезно человеку. И то, что требует общество, не всегда удобно государству. Ну, на этой почве в конфликте появляется такое понятие, как гражданское общество. Вот это обострение вот этого конфликта, с чем оно связано? Все-таки конфликт же, вот этот, ну, вспомним репрессии 30-х годов, да? То есть там власть была, скажем так, пожестче. Ну, времена были такие. Людьми обходились гораздо жестче, да? Но при этом вот такого вот остро выпячивающего конфликта же, ну, не было. Да, были недовольны, были те, которые, в таком вот остром виде вот этот конфликт между деяниями государства и пользой для людей, оно не сильно так выпячивалось. В силу чего? Самый парадокс в том, что в сильном государстве, мне политологи, мои коллеги говорят, только сильное государство может обеспечить сильное гражданское общество внутри себя. Если оно слабое, то оно не может обеспечить народу как-то точки опоры для того, чтобы самозащищаться. Опять же, против тех же чиновников, там, бюрократии. Да? Что такое бюрократия? У нас, например, в России удивительная картина, что только сидя в этом смартфоне, можно себе открыть бизнес. ИП, ООО, да, с минимальными... Перевести пенсионное накопление. Да. Вот это, например, тоже вот цифровой какой-то буфер, да, вот это тоже явление как гражданское общество. Ну, тоже тут тонкости свои, конечно. Те вот эти очень вопрошающие сильно и желательность использования каких-то силовых методов, да, то есть народ же постоянно там, вот вы чиновники-преступники, там, люстрации на вас нет и так далее, и так далее, и так далее. Насколько вот справедливо, объективно такого проявления, такие вот проявления? Ведь, еще раз говорю, оценят деяния власти, да, деяния государства через 2-3 поколения только. Ну, сейчас в этом году 100 лет Чиряеву. Да, Гаврилу Иосифовичу 100 лет. И до сих пор нет нормальной четкой оценки деятельности Чиряева. Да. Зато то, что мы сейчас видим в Якутске, да, это его детище. Нирингри, целый город появляется в тайге. Вторая волна промышленного освоения республики. Да, появляются деньги. Арктика начинает осваиваться, да, при том, что в промышленных масштабах. И до сих пор это нет нормальной оценки. Это будет лет через 70, например. Вот обычно говорят, должно пройти где-то 70 лет, и тогда мы будем говорить какую-то объективную информацию. Но самый удивительный момент, то, что через 70 лет людей, которые помнят де-факто реальную историю времени, эпохи, не окажется. И получается то, что мы, историки, будем правы, да, вот эта монополия. Историческая память — это синтетический продукт. Абсолютно искусственный, да? Да. Пишут историки. Живая история — это история человека от самого. Вот. Я родился в таком-то году, мой отец такой-то, такой-то. Я помню деда, дед рассказывал такие-то вещи. А все, что начинается про прадеда, прабабушку, эпоха, в которой жили они, да, вот экономическая ситуация, политическая, социальная ситуация, это уже берешь из исторических архивов, исторических источников. И когда ты берешь вот этот момент, начинается вот этот самый красивый термин — передергивание фактов в угоду чиновникам, государству, или в угоду человеку, или в угоду обществу. То есть тут нет понятия правды. История — это гуманитарная, это точная наука. История — это точная наука, потому что, например, революция Октябрьская, она была в 1917 году. Не в 18-м и не 16-м, а в 17-м году. Именно в октябре. Именно в октябре. Но вот какая оценка дается, это делает историю гуманитарной наукой. И когда человек начинает формировать какое-то представление о прошлом, он все равно будет опираться на какую-то идеологическую сторону. Та же самая оценка исторической памяти — это синтетический продукт, это вопрос вхождения в состав российского государства Якутии. Это однозначно синтетический продукт, это тема для политических манипуляций.
Однозначно, потому что человек... Да? Да что далеко ходить? Ну, в принципе, вот события гражданской войны, да, когда... Ну, это я почему молчу? 90-е годы. Очень лихие ребята, я про гражданскую войну, они, скажем так, железной рукой наводили необходимый им, их понимание, порядок, да, и при этом оценивается, ну, опять же... 90-е годы. Либералы оценивают как... Расцвет. Расцвет. Вот единственное время за тысячи лет истории России, когда человек был свободен. Потому что он был свободен, потому что не было государства. Ну, то же самое в 17 веке, да, например, смута. Государства не было, человек был абсолютно свободен. Не было правил. Что такое государство? Государство — это правила взаимодействия людей. Давайте мы немножко затронем священных коров. Да? У нас есть пример, скажем так, исторической памяти, которая формировалась при жизни определенных политических деятелей. Не буду юлить, Михаил Ефимович Николаев. Да? При жизни человек, ну, буквально возвели нерукотворный памятник, как классик. Почему история наука? История наука, потому что она впитывает в себе разные методы разных наук. Социологии, культурологии, филологии, например. Да? И одно из самых красивых направлений в истории — это биография. Минус, почему идет или вот конкретно плохой, мы ничего хуже, ничего в этом человеке не видим, или там вот прямо идеальный человек, там, да, вот надо ему чугунные памятники там ставить в каждой площади, на каждой площади. У нас нет, у политиков больших в Якутии и в России нет биографов. Да, биограф. Летописцев. Да, летописец, который ну, записывает, да, вот так-то, так-то, так-то. У нас вот это минус. И приходится смотреть через какие-то вот приказы, там, указы, например, да. А все остальное про человека мы собираем с точки, ну, со слухов. Слухи, да, вот он был такой. А нет такого человека, который все время вот ходит с этим человеком, ну, год живет хотя бы, да, рядом с ним постоянно, вот как-то вот. Создание Национального центра медицины, да, на целом, на этнос, на народ, на граждан, сограждан Михаила Ефимовича. Ну, средний возраст жизни вообще увеличен, да? Он огромный, да, но при этом вот с учетом-то вот таких вот фактов тоже же надо смотреть, да, то, что человек-то был достаточно резким, эмоциональным. Если ты хочешь написать про человека книгу, одну книгу, ну, это нереально, он туда не вместится. То есть ты должен какую-то вот часть, политическую деятельность его возьмешь, например, да? Личность какую-то. Личное это получается там семья. Там. Это достаточно табуировано, скажем. Да, вот, ну, я говорю, нет источников. Нет источников. Дальше идем, там, какая-то вот отношения с друзьями, отношения с одноклассниками, с однокурсниками. То есть это будет просто вот 50-томный какой-то вот труд, да, вот, который вот никогда не будет написан фактически. Но при этом... И вот я продолжу, да? И всегда, когда мы начинаем писать, всегда, когда это идет научная работа историка, всегда первый вопрос, а хронологические рамки какие? Раз. А географические рамки какие? Два. Вот. Ну, то есть у вас своих условностей хватает даже в Да, это же наука, это система. А если ты волюнтарист, писатель, там, не знаю, там... Графоман, за хайпом вопросов нет. Там, ты можешь там, оттуда там, нахватать от всего, да, вот, и все там скомпилировать и вот, выдать. Это вот труд научный. Это не так работает. То есть история, получается, это гибрид астрономии и некой философии, да, чуть ли не. Хороший историк, он должен быть философом. Конечно. А если он не философ, он, ну, не в обиду моим друзьям, он краевед. Плюс еще алхимиком, да, потому что нужно вводить какие-то новые формулы, новые составляющие. Да. Тот же самый асфальтовый саха, например. Да. Асфальтовый саха, он какой? Ну вот мы с Яной Угаровой уже в какой день, третий, по-моему, день друг другу даже отправляем звуковые сообщения. Стоит вопрос, асфальтовый саха — это человек, который живет, ну, на асфальте. Асфальт у нас в Якутии — это явление, феномен, который появляется, ну, буквально вот за одну пятилетку. Это вот города, новые города, Нюрба, там Покровский асфальт появился в этих в улицах, да. Верхневилюйск, я сам из Верхневилюйска, там асфальт появился, например, да. И Чурапча, далеко ходить не будем, да, вот Чурапча, село Чурапча, там, да, вот до Чурапча можно уже доехать за сколько там?
2 часа, да? 3 Да. часа. Асфальт. Пыли нет, красиво, прямо как федеральная трасса. До Нерюнгеля, до Тынды можно уже доехать, да, до трассы. И это вот как-то формирует новый ритм жизни. И мы сейчас говорим о том, что то, что сейчас происходит в Якутии сейчас, это урбанизация. Притом она очень ускоренная. Больше 60% населения республики живет в городах. Ну, Якутск, конечно, да, вот Неруба, Мирный, Ленск, вот эти новые города. И вчерашние сельские жители, которые живут рядом с тайгой в Валасе, вдруг стали городскими. У них ритм жизни поменялся. И пока они адаптируются к новому образу жизни, превращаются в городских жителей, то у них вот получается, они пока асфальтовые саха. Вот да, это те люди, которые пытаются быть городскими. И чего-то себя лишают, да? Да. Чего? Ну, это норма, это норма. Вообще меня, когда историк, когда мне, вот, как историка спрашивают, это нормально и это плохо, я говорю, это нормально. Нормально это и как бы плохо и хорошо. Есть свои минусы, есть свои плюсы. И люди все там забивают, вернее, забивают скотину, переезжают там, где получше, либо ищет где поглубже, скажем, человек где получше, да? Всеми правдами, неправдами там оформляют земельный участок, на остатки денег строятся, дома строят, ну, проецируют свое вот недавнее деревенское прошлое на вот эти вот городские окраины, да? Это называется субурбанизация. Субурбанизация — это нормальная тактика колонизации города сельским жителям. То есть он не может приехать и купить сразу квартиру за 10 миллионов рублей. Абсолютно. Да. И он себе строит этот, как его, короб, крыша, и он там живет. Даже я, например, да, вот на примере меня, я сначала построил дом в Малой Мархе, в пригороде, масенький такой домик. Потом второй этаж, ребенок появился, да, потом уже, когда второй ребенок пошел, я думаю, ну, надо уже в центр перебираться. И там ипотека, и переехали в центр города. Успешный асфальтовый саха, который адаптировался к городу, да, вот этот, колонизировал вот этот город. Покорил этот город, да, вот этот пример. Это нормально. Это нормально, почему? Потому что это происходит не только в Якутии, в Якутске. Везде. Везде, в Улан-Удэ. Самая красивая субурбанизация идет в Абакане-Хакасии. Кто был в Абакане-Хакасии, да, вот там прямо идеальные улочки, идеальные дома, планировка, потому что вот ростом города они уже начали заниматься серьезно с самого начала, с 90-х годов. А Улан-Удэ, город Якутск, это два города-брата, которые там, ну, самозахват. Видишь пустое место, бах, поставил дом. И его официально зарегистрировал. Даже были вот эти дачные амнистии, вот всякие разные, да, чтобы как-то урегулировать. Было, чтобы правило какое-то, да, вот этот момент. И сейчас, например, нынешняя мэрия расхлебывает вот эту всю... То, что произошло... Вот, пытаясь систематизировать вот эти вот вещи. Да. Там скорые фельдшерские пункты, скорые пункты, пожарные части. В пригородах нет. Проезды вот этих аварийных служб, когда ни о каких там сервитутах и так далее, там речь Да. не идет. Это называется очень одним простым хорошим словом, называется это хаос. У нас замечательный вот, как бы отпрыск народного писателя же есть, Алексей Васильев, да? Да, лично, Басылаев. Лично знаком. Да. И как бы он пытается противостоять вот этим. Когда извне начинают давить, вот вы плохо живете там в своих Шанхаях там, и так далее, и балбах лепите и так далее, он резко пытается привести достаточно сильные аргументы против того, что нет, на самом деле у нас все хорошо и так далее. Конъюнктурщик? Так, что ли? Он же пытается показать правду. Свою правду. Свою правду. Нет, ну правильно, если он сидит с утра до вечера в кофейне, человек, да? если человек показывает свою правду... Мы с вами живем сейчас в эпоху дикого, оголтелого плюрализма, да, вот, и цифровой ахлократии. А что такое ахлократия? Ахлократия — это власть толпы. Беда это наша общая. На самом деле, да, вот это иногда может быть полезное для общества, для государства действия, да, они нивелируются просто и становятся как бы для галочки. Ну, вот надо еще сказать о том, что, да, вот, что глаз народа, глаз Божий, да, вот то, что вот говорит, потому что сейчас современная
общество в России же что говорит о том, что вот не хватает понятия духовности, да? Вот. А что такое духовность? Духовность объясняется очень просто. Это в России. Это соборность. Что такое соборность? Это быть со всеми вместе. Да, вот вместе с людьми. С людьми должен быть как человек. Вот такой момент. Вот наши родители, получается, очень соборные люди. Да, То есть, однозначно. Да, Джон Ортотнен Гры Да. и так далее. Все Джон вот эти- Хангары. Да. Общественное порицание, они на уровень парткома и пропесочивание на уровне парткома. Ну, и товарищеские суды вот эти, да, вот. Да, да, я да. вот не понимаю, да, вот это как историк тоже рассказывает. Ну, представляй себе, да, вот ты после работы остаешься и судишь какого-то Ваську этого алкоголика, который не пришел на работу. Тунеядца, да. Тунеядца. Пусть пьет, как бы это его же проблемы. А потом такой думаешь, ну, если общество не ему в руку, как он подает, да, вот этот момент тоже вопрос. Да, да, я с позднесоветского периода очень многие разговоры помню. И про А ЛКТ, как разрушили, и про кстати, как разрушили этот соборность, духовность 90-е годы? Моя жизнь, мои правила. Все на частный уровень. Да, Мгм. да. А То есть- сейчас оказалось то, что у нас дети не могут работать вместе с другими людьми. Я, например, как преподаватель, да, вот моя задача очень простая, чтобы студенты научились друг с другом работать, решать вместе какую-то проблему. Негативщины в современности достаточно много. Я вот помню, что дети допоздна лапту играли, кто что. Если есть ружье в деревне у отца, да, сходил, зайцев пострелял там, и так далее. Да. И ничего этого не было предусудительным, если обучали там, традиционным промыслам и так далее, и так далее. А сейчас что? Попробуй ребенку 15-летнему Спичку дать ружье, да, и сказать, иди добудь утят там или кого. Это же преступление будет равносильно. В тюрьму сядешь сразу. Да? Нет, сейчас вот асфальтовый Саха же мы говорим, да, вот Сахалар, время. Какое время мы с вами живем? Он темпо во времена нравы. Сейчас появились Саха, которые не могут разжечь огонь зимой. Мужчина. Ну, это хорошо, наоборот, жизнь улучшилась. Мы стали жить... Нет необходимости. Да, мы настолько жить стали хорошо, что вот разведение огня сейчас, это вот воспринимается как экстремальный спорт. Это как экстремальный досуг. Я же говорю, что вот я изучаю, я антрополог повседневности. Я человеческую жизнь делю только на две части. На занятость, то, как он зарабатывает деньги, и на досуг. На что он тратит эти деньги. И когда ты даешь оценку человеку, ты оценку даешь человеку не за его политические взгляды, не его там экономический уровень, да, вот на Lexus зарабатывает или нет, например, да, он там умный, не умный. Просто человека надо оценивать, куда он тратит свои деньги, на что он тратит свои деньги. В пятницу пошел там в баре, ну не в баре, там в гараже, Гараже это в лучшем случае, а если Да. в худшем, там как раз в баре и стулья сломал, это попадет в дикий, да? Ну да, это, как бы, же- времена нормально, норма. А если он к тому же работник бюджетного учреждения и там сломал стулья Бюджетники также. и попал в дикий, это же А сейчас будет говорят, существенно. отже кринж, говорят. Мгм. Ну, это вот оценка, вот как он отдыхает, На охоту едет, там, в театр ходит. Очень много терминов современных связано с оценкой. Да, вот тот же кринж, кринжовое все, да? Ну, оценка, она... То есть, да, вот я же классический скуф сижу, который брюзжит на все и так далее. Ага. Ну, это оценка, это же попытки понять происходящее, воспринимать. Потому что прежде всего человек — это животное, биологическое существо, и оно дает, потом уже социальное. У нас социализированное, у нас культуры, социальности больше, чем у животных, конечно, да? А то сейчас будут говорить, вот Айтал Игоревич там начал опять говорить там про, что человек — это животное. Но животные, например, они оценивают ситуацию что-то новое с точки зрения опасности. Это опасно, отбегают, смотрят, да? Человек, у него вот это сохранилось, но в плане социального взаимодействия. Все новое — это плохо. Все чужое — это извне, это плохо. А потом уже начинает что делать? Вот эти 5 стадий принятия, да, это же интеллектуальный момент.
То же самое с этим чувством времени, оценкой времени. Да? Вот Августин говорил в эпоху Средневековья. Время в голове человека. Вот так. Но почему в последнее время так сжимается? Это влияние гаджетов, влияние Да, цифровизации? однозначно. Потому что, ну, реально, вот масштаб, скажем так, 100 лет и дальше, да, вот до Екатерины, масштаб же там куда более просторнее, куда более... Пример простой. В эпоху Екатерины человек пишет письмо, отправляет, и год-полтора ждет ответа. Ответ, да. Да. Сейчас, например, если что-то... Вот почему время у человека ускорилось? Потому что тот же смартфон, через смартфон ты можешь решить любой вопрос. Здесь и сейчас. Здесь и сейчас ты едешь на работу, и пока ты едешь на работу, ты уже работаешь. Ты начинаешь общаться с коллегами, начальник отдела там тебе говорит, отправь вот этот отчет или покажи таблицу. И ты едешь в автобусе, сидишь. И, кстати, вот это хороший момент, да, вот это надо профсоюзом как-то озвучить, да, вот этот. То есть засчитать время Засчитать, да. с выхода человека из дома как рабочий. Да, ну, айтишники же, они включают, и уже там таймер идет, да, вот, где они работают, в какой-то программе. Да, кстати, да. да. А нас, например, гуманитариев, например, ученых дергают ну, практически всегда и везде. То есть историк, он никогда не отдыхает. Все время ты где-то экспертируешь, даешь какую-то оценку времени. И когда ты говоришь, плохо ли мы с вами живем, я говорю, нормально живем. Конъюнктурщик. А если ты говоришь, Как плохо живем, живем, так живем. это наш человек. Если хорошо живем, ну тогда тоже, с одной стороны, да, Да. нормально живем. Почему нет? Или ты с народом, или ты Да, с ними. да, типа такого. Тоже оценка, кстати, да? И поэтому же в буддизме, в философии человек должен максимально быть свободным от оценочного суждения. Тогда ты будешь свободный. Воспарить. Да. Ага. А как ты историк и не будешь давать оценку времени? Ты для этого учился? Ну, на самом деле, еще раз, с учетом того, что и время ускорилось, и событий стало больше, и инструментов воздействия вот на само течение времени стало больше. Ну, согласитесь, вот вчера не было этого DeepSeek, да? Вчера буквально не было. Был там чат GPT, и какие-то алгоритмы решения каких-то задач, они были такие, как бы уже проторены классические эти. Появляется китайский аналог, который говорит сахалы даже, да? Да, он, кстати, пишет, по-моему, стихи даже. Да. И мы сейчас уже буквально, мы позавчера воспринимали реальность по-другому. Сейчас, вот, когда мы с вами разговариваем, мы уже с учетом того, что китайские монстры идут, не только DeepSeek, там еще и появился Квеб, и вторые, я, кстати, сижу на нейронках китайских, в принципе, достаточно давно, и пытаюсь изучить, как они. У них есть внутренняя цензура. Китайцев. У китайских нейронок. То есть, если попробовать, там, допустим, сделать оценочное суждение там, по Тайваню, по площади Тяньаньмэнь и так далее, он заглохнет. Проверено. Нейронки, машинный язык и так далее тоже пишут люди с такими же слабостями, такими же. Ну, главное отличие такой же человека от зависимостью машины, от да. времени. Это вот человек, как личность, да, он дает оценку. Плохо или хорошо. Когда говорят про искусственный интеллект, бич современности, да, они говорят, ну, искусственный интеллект не может выдавать диагноз. Диагноз всегда должен делать человек. Раз. Пандемия нам показала, что человеку нужен человек. Человека должен учить человек. Лечить тоже. Лечить тоже человек. Искусство. Вот именно прелесть человека в том, что вот, ну, если вот, ну, он же, искусственный интеллект, он же рисует, красиво рисует, там, так далее, но человек, есть такое имя человека, да, вот этот момент, да, это его работа. Да. И мы с вами живем, наверное, какое-то пошлое время, да, когда вот это все, ну, не то чтобы обесценивается, да, оно теряет вот какие-то уровни, да, вот этот. Я не говорю, что раньше было хорошо, вот когда была элитарная культура, массовая культура, поп-культура, да. Сейчас границ нет. Есть одна, скажем так, одно направление, в котором человек вернее, полностью он царь, король и так далее. Знаете, какое? Ручная мебель. Ручная мебель. Ну да. Пока
сильно дорогостоящим получается оборудование для того, чтобы воспроизводить мебель как вручную сделанную. Ну, это просто так ремарка. Ну, это да, вот чувствовать надо. Да, это на уровне тактила, на уровне чего-то там чуть ли не языком облизать, там, Да. глазом посмотреть. На самом деле, ну, я считаю, что хорошо посидели, поговорили, потому что мы коснулись многих таких вещей, вроде бы никого не обидели. Я наполовину инженер, наполовину филолог, да, поэтому я могу оперировать, скажем так, и теми категориями. Ну, наверное, в этом плюс свой какой-то есть. Поздравляю еще раз с хорошей датой, с знаменательной датой, потому что наука, фундаментальная наука, и как история называется? Описательная наука? Вы сказали, что это точная наука, да? Но, Ну, гуманитарная, да. но с налетом, да, ее создают гуманитарии. Да. То есть это некий синтез, некий симбиоз, гибрид чего-то получается. Вот я как сказал, астрономия, алхимия. Противоестественная наука. Пусть она будет естественной для многих из нас, потому что один из нас сегодня был Айтал Яковлев, человек, который, как он скромно говорит, пишет летопись современной жизни, хаоса, Пытаясь, который да, фиксировать. мы все, да, претерпеваем, да. Мгм. Ну и про те явления, которые присущи текущему моменту, мы сегодня тоже поговорили, попытавшись немножко воспрять вот над всей этой ситуацией. Кто поймет, тот поймет. Мы не хотим опускаться, там, скажем так, для всех тех, которые там скроллинг вот этот вот сторис делают, да, это, возможно, не дано. А асфальтовый саха, хороший термин. Мгм. Хороший термин. Увидимся, асфальтовая саха.